Несколько слов об актуальном, в частности, о ситуации, которая не просто сложилась на белорусско-литовской границе, больше того, как она будет развиваться дальше и вообще какие меры мы предпринимаем. Вы знаете, что литовские власти, подчеркиваю, народ Литвы к этому не имеет никакого отношения, как я понимаю, закрыли государственную границу между Белоруссией и Литвой. Даже не хочу говорить по каким там причинам и прочее. Сегодня мы знаем реакцию литовского народа, граждан Литвы, бизнеса на эти действия. И, естественно, властям Литвы пришлось шевелиться и предпринимать какие-то меры. Но, как обычно, от серьезных межгосударственных проблем они решили мышковать, если можно так сказать, и попытаться нас еще раз наклонить и обвинить в этих не то шариках, не то еще чего-то. Хотя исчерпывающий ответ на этот вопрос был «да». И расследованием наших органов, да и Литвы, подтверждается то, что кто занимается этим бизнесом сигаретным, кто эти шарики перекидывает и так далее. Понимая то, что вокруг этого закрытия границы сложилась непростая ситуация, как я сказал, они попытались с межгосударственного уровня перенести вопрос на уровень решения вопроса пограничной заставы, как я это оцениваю. Поздно вечером, 6 на 7 ноября, руководитель нашего пограничного ведомства доложил мне о ситуации и о том, что Литва хотела бы разрядить эту ситуацию. На что я ему ответил: ну, если Литва хочет, мяч на ее стороне, пожалуйста, открывайте границу, будем работать и сотрудничать, как это было до сих пор. Они, почему это мышкованием называю, обратились в Лидский пограничный отряд, представьте, не в государственный орган, не в МИД куда-то там, не в правительство, а в Лидский пограничный отряд с просьбой, не то просьбой, не то требованием, как мне доложил руководитель пограничной службы нашей, открыть границу. На участке там 2 погранперехода у нас работают, на одном из участков открыть границу, мы якобы будем эвакуировать какие-то автомобили, то ли с литовскими номерами, то ли с китайскими номерами. Я даже не дослушал этот доклад, сказал: хорошо, как только будут готовы эвакуировать, договорятся с нашей стороной, у нас же там не таможенников фактически на пункте пропуска, не пограничников, закрыли. Наши службы перераспределены на другие участки. Это было мое решение, да и пограничники это знают, что так надо делать. Будут готовы, будем договариваться, хотите эвакуировать, эвакуируйте. В связи с этим наши органы внутренних дел вчера день целый по моему заданию под руководством госсекретаря все автомобили литовские собрали на пунктах перехода и ровненько взяли их под охрану, чтобы нас потом не обвинили, что мы там что-то плохое сделали. Взяли их под охрану. Хотят эвакуировать, ну что ж, будем договариваться, как эвакуируете просто. Но хочу заявить, мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу.